Глава региона Махмуд Али Калиматов провел встречу с председателем правления фонда «Круг добра» Александром Ткаченко, где стороны обсудили открытие центра орфанных заболеваний, который будет работать при Назрановской поликлинике. Гендиректор ОНО «Детский хоспис» поблагодарил главу за помощь, которую Министерство здравоохранения региона оказывает детям с редкими заболеваниями. Ингушетия стала одной из первых, где откроется такой центр диагностики и лечения. В республике 28 человек с такими заболеваниями. Для их лечения эксперты фонда «Круг добра» смогли найти лекарства. За 4 года деятельности фонда помощи пациентам, проживающим на территории республики, предоставили на общую сумму 1 миллиард рублей. Отмечу, что в стране таких центров всего несколько. Я такие болезни даже выговорить сейчас не могу. Ну и дай бог бы, чтобы их было меньше. Но то, что кожный покров, ну я просто как человек, как обыватель просто принимаю, если ребенок, представляете, и его можно генерировать. Тратят Да. по несколько часов в день на то, чтобы ухаживать за ранами. Это большая семья, многодетная. Это реально прям вылечивается. До недавнего времени пациентам с булезным эпидермолизом были доступны только медицинские изделия и средства ухода, которые практически заменяли им кожный покров. Это различные пластыри и сеточки, да. Они помогали сохранять раневую поверхность от инфицирования или развития пораженной поверхности. Вот сейчас терапия, которая стала доступна благодаря фонду, она позволяет это вылечить. Нужно отметить, насколько хорошо работают у вас врачи и специалисты. Они позволяют выявлять этих детей сразу после рождения. В частности, в прошедший год был выявлен ребенок с спинальной мышечной атрофией, которому мы предоставили лекарства и начали лечение. 3 детей с булезным эпидермолизом — это такое тяжелое заболевание, которое поражает кожный покров. 3 детей, проживающих здесь, одни из первых в мире получат уникальный препарат генной терапии.